Вот уже пятый день специалисты Черноморэнерго ведут работы по ликвидации аварии на подстанции Сухум-1. Как известно, в результате пожара полностью выгорело оборудование, установленное еще в 80-х годах. Это 16 отходящих фидеров, 2 секционные и 4 вводные ячейки. За 2 дня удалось демонтировать сгоревшее оборудование и установить на его место новые распределительные ячейки, которые были подключены к силовому трансформатору. Именно это позволило восстановить электроснабжение в некоторых частях города. Подстанция была на реконструкции по инвестпрограмме, и благодаря этому часть оборудования находилась у нас. И эта часть была установлена. Сейчас продолжаются работы, они не прекращались ни на минуту. Сейчас идет монтаж, наладка второй секции 10 киловольт. По проекту инвестпрограмма предусматривает установку на этой подстанции ЗРУ 4 секций. То есть сейчас, что мы проводим работы, это все равно временная будет схема. Дальше ИЗРУ будет расширяться. То есть 2 секции, это мы по временной схеме подадим всем потребителям. Но потом, чтобы разгрузить эти секции, тут будут работы продолжаться. Еще будут установлены 2 секции, то есть 4 секции будет. Это повысит надежность электроснабжения города Сухум. Это дальнейшее продолжение работ уже чисто в рамках инвестпрограммы. При пожаре пострадало не только оборудование, но и отходящие линии 10 киловольт. В частности, кабельные и сигнальные линии, которые необходимы для контроля измерения параметров оборудования и сети, добавил Руслан Кварчи. Склады Черноморэнерго, которые кое-как были заполнены, полностью опустили, потому что все кабеля 10 киловольт нужно было менять. И сейчас работы продолжаются. Ориентировочно мы пока не можем сказать. Все зависит от того, как мы быстро высушим изоляцию силового трансформатора. На подстанции было 2 трансформатора суммарной мощностью 50 мегаватт. В результате пожара один из них вышел из строя. А мощности другого трансформатора на обеспечение электричеством всей части города не хватило. Именно поэтому срочно пришлось вводить внутренний график потребления электроэнергии в столице. Мощность в 2 раза уменьшилась на этой подстанции. Пока мы не введем второй трансформатор, такие ограничения будут продолжаться. Мы второй трансформатор ремонтируем. Он старый, он конца 70-х годов. Эти оба трансформатора старые, то есть которые были введены в эксплуатацию в конце 70-х годов. Мы его сейчас ремонтируем. Проблема одна. Трансформатор длительно находился под токами короткого замыкания. Питая токами короткого замыкания, значит, аварию, он прогрелся, и масло прогрелось до кипения. Ну, а кипение масла – это, говорит, предпосылка к тому, что трансформатор выйдет из строя. Но нам повезло в том плане, что под предварительным замером есть вариант, что мы его можем восстановить. Теперь мы производим работы. Какие работы мы произвели сейчас? Слив масла, отбор проб масла. И определили, что значит, сама обмотка визуально потемнела. То есть чувствовал, что это проходил длительный ток короткого замыкания, трансформатор загорелся. Далее, значит, мы провели анализ масла и определили, что пробой масла низкий и необходима сушка масла. Один ввод 110 киловольт тоже был поврежден, мы его поменяли на резервный ввод. Мы должны пройти 2-3 цикла сделать. Слив, залив, слив, залив. Это обойдется примерно по времени у нас 1,5 суток. То есть это беспрерывно будет у нас работать бригада. И будем это дело делать. Вот весь объем. Примерно мы выходим на наши параметры. Я не говорю о том, какие там у него будут объемы работы по КРУ внутри. Ну, наши параметры, примерно. Вот, а сегодня где-то к субботе. Аварийные отключения ввели как для потребителей подстанции Сухум-1, так и Сухум-2. Электричество будет подаваться по графику по 2 часа через 2 часа отключения. Это вызвано тем, что подстанция Сухум-1 введена наполовину, а остальная мощность распределена на подстанцию Сухум-2. Перегрузка связана с массовым подключением незаконных потребителей к нашим сетям по всей территории Республики Абхазия. Как появляется возможность, то есть одновременно идет работа по отключению всех этих незаконных потребителей. Когда большая часть или большая какая-то часть отключается, появляется возможность не вводить ограничения. И вот эти моменты связаны с этим, что люди, потребители думают, что ограничения сняты, но это не так. То есть, как появляется возможность, мы снимаем ограничения.
как опять возрастают, мы вынуждены вводить ограничения. Это именно что касается транзита, чтобы исключить перегрузки. Ну, приходится вводить и ограничения, например, как на Сухум-2, это уже из-за перегрузки трансформаторной мощности. То есть уже перегружается трансформатор на распределительных подстанциях 110 киловатт. И тогда, опять же, наш персонал уже оперативно должен вводить ограничения, чтобы не допустить перегруза, не допустить аварии и порчи оборудования. В центре города питается вот от этой подстанции. Каждые 2 часа график ввели. А вот на Маяке, как я сказал, это уже от Сухум-2, и там на одной секции большие нагрузки. Поэтому там каждые 2 часа отключают из-за того, чтобы там ограниченное количество потребителей, там 4. И вот на сутки разбили 4 потребителя по 2 часа. Это вынужденная мера. Они будут сняты окончательно, когда у нас будет и по пропускной способности, и по трансформаторной не превышать номинальных значений. Поэтому в преддверии Нового года, чтобы все население, самое главное, чтобы все население было со светом и тепло в домах. Мы всегда понимали и понимаем, и все это время, эти годы мы для народа работали. Работы по ликвидации последствий аварии на подстанции Сухум-1 ведутся круглосуточно. На это брошены все силы Черноморэнерго. Вместе с тем вопрос, когда завершится ремонт, пока остается открытым. Сария Кварацхеля, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.